конце XIX века под горой Трапеция земельный участок на Подгорном шоссе, ныне это улица Дзидзария, приобрела Вильгельмина Адольфовна Дундер. И уже в 1898 году на своем участке она построила здание дачи. Ныне это памятник архитектуры Сухума. Рядом с домом был разбит большой парк. В 1909 году дача с участком и садом были проданы Баскаковым. В 1921 году здание было муниципализировано, а с 60-х годов здесь располагался дворец пионеров и школьников. Перед нашей войной функционировал детский сад. С 1993 года здание было передано Союзу писателей. Мы с Сабиной находимся в великолепном особняке, дача, знаменитая дача Дундер или дача Баскакова. Единственное, что у меня, когда мы зашли в этот двор, у меня такое ощущение очень сильной асимметрии здания. Ну и в каком стиле этот великолепный особняк, расскажи нам и нашим зрителям, Сабина. Здание построено в эклектичном, я бы сказала, стиле с использованием форм классицизма, его так называемого мавританского направления. Да, тут вот в куполах это отображается, в некоторых декоративных элементах лепных. Вот. Немного можно будет рассказать о самой композиции и о самом фасаде. Здание вообще построено из кирпича, оно штукатурено, и, как мы видим, сейчас оно выкрашено в светлый цвет. Первоначально, в принципе, так оно и было. То есть это был не облицовочный кирпич, а кирпич, который должны были оштукатурить и в дальнейшем выкрасить здание в определенный цвет. Я думаю, что, в принципе, оттенок этот сохранился, изначально оно было белоснежным. Само здание асимметричное, оно состоит из нескольких объемов. Центром композиции является вот это трехэтажное строение, которое завершается бельведером. Также мы видим с вами с южного фасада, центрального, мы видим с вами такую лоджию красивую, которая поддерживается колоннами, аркада небольшая. И эти колонны Тосканско-дорического ордера, они связаны между собой таким лучковым завершением в виде арок. И также мы видим с вами там замковый камень. И этот замковый камень, кстати говоря, можно встретить еще на фасаде. Это вот эти вертикальные окна тоже завершаются замковым камнем. Ты сейчас только что упомянула вот этот замковый камень, ведь он не только декоративную функцию несет, но это функциональное. Немножко расскажи нам вот с точки зрения архитектуры. Скорее всего, я так думаю, перемычку он в данном случае как бы скрепляет, держит, возможно. Вот с этой стороны, мне кажется, особо четко видна асимметрия. И что удивительно, Сабина, все входы в здание оформлены такими маленькими крыльцом и как бы подъездом. Странно, для того времени вот такое решение очень интересное, на мой взгляд, к этому зданию. Что ты скажешь о балконах? Да, я согласна. Эта часть пристройки, она вот как раз характеризуется тем, что она смещена на 45 градусов. Мы с вами видим, из чего она состоит. На первом ярусе мы видим две рустованные колонны. Они расположены на невысоком цоколе. А на втором ярусе мы видим небольшую лоджию. Декоративные элементы и вообще вся ордерная система, она, в принципе, повторяет ту, которая у нас находится в южной части, южной лоджии. Тот же Тосканско-дорический ордер, но тут у нас еще появляется такой кубообразный, я бы сказала, купол со шпилем. И также мы с вами можем видеть декоративный тоже элемент в купольной части. Это вот тоже как лучковое завершение, которое дублирует вот этот проем лучковый, который в лоджии именно находится. Также мы с вами можем увидеть здесь ограждения, которые такие, на первый взгляд, массивные. И они такие же, в принципе, и в южной части лоджии. Но вот эти просветы крестообразные, они вот придают какую-то легкость
Ну, тоже это такой архитектурный прием, и в то же время конструкция сразу же как будто бы облегчается. Сабина, ты упомянула вот эти купола со шпилями. Ну, в частности, вот это вот шпили, которые высятся, они все-таки это готика. Может, поэтому это эклектика? Ну, смотрите, эклектика это еще потому, что здесь смешение нескольких стилей. Я тогда сказала, Каких? что здесь прослеживается формы классицизма, его мавританского направления. И как раз вот в куполах я наблюдаю, что вот это как раз мавританское направление, оно считывается именно в форме купола. Если в готике обычно они, ну, как мы знаем, да, вытянутые, конусообразные, а в данном случае купол такой кубообразный, я бы так сказала. Мне кажется, что вот это мавританское направление именно в этом считывается. Ну, также, конечно же, лучковые завершения на лоджии мы видим, как я говорила. Также лучковые завершения мы на некоторых оконных проемах видим. Ну вот мы расположились у центрального входа, и здесь, как никогда, видна вся задумка архитектора. Сабина, что мы видим здесь? Здесь мы можем сказать, что этот объем назвать башней мы можем. Тут мы видим достаточно симметричный объем с четкой осью симметрии. И вот эту ось симметрии подчеркивает эта дверь. Сейчас, к сожалению, она не деревянная, ее заменили на металлическую. Вот. Также на первом ярусе мы видим и на всех последующих, и на втором, и на третьем, мы с вами видим пилястры, тоже дорическо-тосканского ордера. На первом этаже мы видим, что они рустованы. Далее, наверное, центром вообще этой композиции, этого объема является окно второго яруса. Оно тоже с лучковым завершением и с замковым камнем. И третий объем, башенка или бельведер, там полуколонны, небольшие колонны, которые фланкируют окно. Да, это малый ордер, так называемый. И также мы видим, что вот это лучковое завершение, которое там дублируется, вот от этого лучкового завершения до карниза искусственно создали такие профили сложные, которые имитируют фриз и архитрав. Вот. И далее мы с вами видим метрично расположенные модульоны. Вот. И следом, к сожалению, сейчас сложно разглядеть, но там идет купол тоже со шпилем, который тоже перекликается с другим куполом на другой стороне фасада. Также тут, когда поднимаешься на бельведер, есть выход на эксплуатируемую кровлю. И на этой кровле мы с вами можем видеть тоже как продолжение колонн небольшие подиумы, на которых стоят вазоны. Ну вот мы сидим, Сабина, с тобой в преддверии этого великолепного парка. Несмотря на то, что он настолько запущен, но видно, что когда-то здесь было великолепное просто изобилие цветов, и растений, и кустарников. Но мне вспоминается, Сабина, как несколько лет тому назад, когда вся общественность, интеллигенция приходила сюда, и вы здесь делали вечера. Расскажи немножко об этом нам. Объект был очень востребован. Да. Дело в том, что в 2021 году Тая Георгиевна Алания, я и Лана, моя коллега и подруга, мы вместе придумали такой проект «Сухумский модерн». Но мы с Ланой Таей Георгиевной, мы с ней давно работали и часто рассказывали о своих идеях, что вот нам интересно сделать маршрут по городу, связанный с модерном, потому что в Сухуме очень много зданий в стиле модерн, да. Вот. И тогда Тая Георгиевна нам сказала, что девочки,
вам нужно обязательно делать перед этим всем выставку. Она нам сказала, что есть вот такой фонд, благотворительный фонд Амшра, в котором мы написали проект, подали заявку, и который поддержал нас. Им очень понравился проект, это было приятно, об этом высказывались все члены совета. И мы чувствовали ответственность, которая на нас возлагается. Вот мы получили небольшой грант на проведение выставки вот в этом здании. Но перед тем, как мы подготавливались, почему именно это здание мы с Ланой предложили? Так как мы работаем в управлении охраны историко-культурного наследия, мы часто попадаем в такие подобные объекты. Но в Сухуми, вот как ни странно, это здание находится в центре города, но мало кто, особенно представители нашего возраста, молодежи, вообще почти никто не знал о нем. Хотя постоянно тут проезжают, проходят мимо, но не знали. Спрятано. Да, спрятано. И даже я хочу сказать, что бывало, что и взрослое поколение, которое тут когда-то, может быть, часть не проживало, они тоже об этом здании не знали. И когда мы сюда попали, мы подумали, что было бы классно вот показать людям, хотя это здание, оно не в стиле модерн, оно тоже той эпохи, но оно не в стиле модерн. Было бы классно показать людям, горожанам, вообще местному населению, что вот у нас есть такое здание, и нужно его поддерживать, и оживить его нужно, чтобы оно влилось как бы вот в этот организм города. И получается, в 2021 году мы здесь провели выставку, здесь двухнедельная была выставка, это была фотовыставка, фотографии были нашего абхазского фотографа Налы Авицба, также здесь были лекции, кинопоказы, творческие вечера, поэтические вечера, музыкальные, ну, в общем, 2 недели праздника на самом деле, потому что после вот этих мероприятий, они проходили летом, мы еще подгадали, чтобы это было в Всемирный день модерна, вот, и было много и туристов, и местного населения, и очень долгое время нам с Ланой подходили ребята и говорили, что вы нам устроили праздник, и хочется, чтобы это не заканчивалось. Буквально вот вчера нам написали ребята, которые здесь помогали нам, волонтерили, и сказали, когда вы нас соберете на Дундер, на нашей даче, так уже говорят. Вот. Но было на самом деле очень сложно, но в то же время мы с Ланой как бы вдохновились этим всем и решили еще раз подать заявку, и фонд Амшра тоже, им очень понравилось, как у нас все прошло, они нас поддержали еще раз. Когда они нас поддержали, честно признаюсь, мы уже думали не делать на территории этого объекта, были небольшие сложности, но фонд очень настаивал, потому что они считали, что это идеальное место вот для таких мероприятий, и мы еще раз попробовали здесь сделать, и опять же все получилось, слава богу. Вот. Но у нас уже была не фотовыставка, у нас была больше выставка работ, тоже наших молодых художников абхазских, которые специально к нашей выставке подготовили работы. Они рисовали здания в стиле модерн, которые расположены в Сухуми. Когда мы подготавливались к первой выставке, я вам скажу честно, что здесь, конечно, огромная территория, за которой, конечно же, требует, должный уход, должен быть. Вот, ну, как мы сейчас с вами видим, сейчас тоже после лета, здесь еще опали листья, это все тоже нужно убирать, косить и так далее. И, конечно, когда мы сюда первый раз попали, тоже здесь была, конечно, не очень комфортная ситуация, то есть нельзя было просто вот прийти, провести выставку, уйти, нет. Конечно, здесь была проведена колоссальная, на самом деле могу сказать, работа, и эта работа просто невозможно было ее выполнить без волонтеров. Во-первых, у нас не было и таких финансов, чтобы привлекать очень много физической силы, техники и так далее. И очень много ребят, просто волонтеров, которые мы писали там в наших соцсетях, что вот у нас на таком-то объекте мы собираемся проводить какие-то мероприятия, у нас субботник. Моментально люди нам писали, приходили, помогали со своими инструментами. Ну, также администрация города нам тоже очень помогла. Мы вывезли из этого здания 3 больших контейнера мусорных. На первом этаже была тоже ситуация
плачевное, было очень много мусора, грязи, которые нужно было все это, естественно, вывести, так как нашу выставку должны были посетить любые, ну, то есть и дети могли посетить, и взрослые, но чтобы не было всем дискомфортно, чтобы все здесь находились как дома, это нужно было подготовить, конечно, эту площадку. И вот благодаря вот неравнодушным людям мы смогли это сделать. И какие-то работы, кстати говоря, мы тут тоже выполнили. Например, здесь не было освещения, благодаря фонду Амшра мы смогли здесь сделать освещение, благодаря системе мы смогли провести здесь Wi-Fi, мы смогли заменить некоторые оконные проемы, здесь заменили стекла. Ну, вот то, что мы могли сделать, на что, как говорится, хватило финансов, мы сделали. И я считаю, что мы смогли оживить это здание. Ну, я думаю, вот из того, что мы сегодня с тобой увидели, можно сделать выводы и рассказать нашим телезрителям. Вот такой роскошный особняк стоит заброшенный, принадлежит Министерству просвещения. Здесь, значит, как я поняла, офис Союза писателей. Ну, вы видите, что ничего не функционирует. К сожалению, все очень заброшено. Но такой объект в центре города, конечно, не должен быть в таком состоянии. Это совершенно очевидно. Был создан прецедент, когда молодежь зашла сюда и сделала вот 2 недели праздника городу дала. То есть это прецедент говорит нам о том, что мы можем оживлять вот такие объекты, даже если мы не можем вкладывать в них большие деньги, но свое присутствие, оно обязательно должно быть. Там, где человек, там все-таки всегда какое-то оживление, какой-то порядок, чистота и так далее. Я вот призываю к нашему руководству, к администрации города обратить внимание на этот памятник архитектуры. Если, мне кажется, протянется еще время, и навряд ли через 10 лет мы увидим то, что мы видим сейчас. Этот особняк требует, это здание требует помощи вот именно сейчас, в наше время. И все, кто за это отвечает, или кто может на это подействовать, мне кажется, все должны активизироваться. Я благодарю вас, нашу молодежь, потому что я тоже сюда приходила, когда проводились эти выставки, когда было здесь такое освещение в этом саду, в этой красоте. То есть даже по минимуму можно сделать что-нибудь. Если, конечно, ничего не делать, то будет то, что мы сейчас с вами видим. Ну и, наконец, вот такой вопрос я тебе, Сабина, хочу задать. Ну а что здесь может быть? Совершенно понятно, что это государственный объект. Что здесь может быть, чтобы жизнь немножко оживилась? Ну, мне кажется, что этот объект должен принадлежать всему народу, что да, это государственный объект, но люди, граждане Абхазии и гости должны, мне кажется, попадать в это здание, попадать на этот объект. Иметь такую возможность. Да, иметь такую возможность. В плане техническом здесь когда-то в советское время, в 70-х, 80-х годах был детский сад, чтобы вы понимали. И вот когда у нас проходила выставка, вот предпоследние выпуски этого детского сада, люди сюда приходили и рассказывали про свои, да, воспоминания, где у них стояла елка, куда они ее прятали на этот бельведерчик. Ну, в общем, такие интересные истории рассказывали. До этого, в ранний советский период, здесь был дом пионеров, как нам известно. После того, как мы здесь провели такие культурно-образовательные мероприятия, много людей тоже подходило к нам и говорили, что обязательно этот объект должен принадлежать всем нам, и что здесь должен быть какой-то, может быть, молодежный центр или какой-то арт-кластер, где можно будет приходить на какие-то лекции интересные, возможно, выставки. Вот какая-то такая площадка, которая будет объединять творческую часть населения. Вот. Я считаю, что, в принципе, это вполне себе интересная история, либо, возможно, когда это здание
отреставрирует государство, возможно, здесь будет какая-то организация государственная, но мне кажется все-таки, что вот эта история, что это когда-то был частный дом, уже должна быть, да, исключена. Мне кажется, что сейчас, на сегодняшний день, эта территория и это здание все-таки должно принадлежать обществу, абхазам. Вот. Я так вижу. Мы тоже видим это так, как ты сказала, и очень надеемся, что когда-нибудь этот объект заживет своей полной жизнью, приносящей нам всем радость.